На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Заседание Республиканской антинаркотической комиссии прошло в Магасе под председательством главы Ингушетии. Обозначив фактуальность и злободневность обсуждаемой темы, Махмуд Али Калиматов обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы по формированию негативного отношения общества к потреблению наркотиков. Но основной акцент, по мнению руководителя региона, следует направить непосредственно на ликвидацию каналов поставки наркотиков в регион и пресечению деятельности преступных группировок по их распространению. Все подробности в материале Хади Добриевой. По словам министра внутренних дел по республике Михаила Коробкина, в этом году значительно выросли случаи выявляемости. Основными поставщиками остаются представители нескольких стран СНГ, а соседние регионы – лишь транзитные зоны. Заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии Ахмед Сайнароев проинформировал участников заседания, что за 8 месяцев 2020-го правоохранительными органами региона выявлено 176 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 14 дел, в том числе со случаем изъятия более килограмма наркосодержащих веществ. Это же катастрофа. Это же огромные партии. У нас ведь здесь не производят, аптеки у нас там на контроле, значит, физические лица. Физические лица, сколько мы задержали их? 14. 4 человека. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что это общая беда, которую нужно решать всем вместе, в тесном взаимодействии. Говорить о проблеме честно и открыто. Важная роль в этом отводится общественности республики. Необходимо усилить работу по постановке на учет наркозависимых. Это позволит видеть реальную картину. В большинстве случаев точные причины смерти устанавливаются по косвенным признакам, без проведения последующих патологоанатомических мероприятий. Это катастрофа. Это страшное дело, понимаете? Кричать мы должны. А это же погубленные семьи, дети, значит, без отцов. Скрывают родители, скрывают, думают, они его спасут, там что-то, да не спасут. У нас есть особенность национальная, но ведь мы губим свой генофонд, молодежь губим вот этим молчанием своим молчанием убиваем людей. Пожалуйста, приглашайте вот эти фамилии, кто у вас продает их, употребляет. Диша нах алабш голодари дал. Соус. Пусть скажут, пусть перестанут. Не губите людей. Общественность должна с этим работать. Скрывать нам нельзя. Публично об этом не говорим или мало говорим. А люди-то гибнут. Поэтому нетерпимость общества, нетерпимость всего общества к этому должно быть явно. Махмуд Али Калиматов поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие. Он подчеркнул, что должна быть общая заинтересованность в решении проблемы. Кроме того, глава Ингушетии обратил внимание на необходимость более глубоко и предметно проанализировать ситуацию с наркоманией в муниципалитетах. Главы районов, имейте в виду, личную ответственность несете за это. Вы на земле видите, кто там, прекрасно все знаете. И в селе вашем знают, каждом, где районный центр у вас, кто у вас там уже. У нас ничего ведь не скроешь. Вы на месте, вы должны это делать. А вот так тихо отсидеться у вас не получится. Никто не застрахован. У нас же есть дети, внуки. Это же легко делается, вы знаете. Это же легко делается. Понимаете? Заразить человека, подсунуть что-нибудь ребенку элементарно. А нам же некогда. Основная нагрузка, давайте-ка, с городов, районов, и информированность у вас должна быть первая. От вас начнем. А потом, значит, то же самое школы. И я вас очень призываю к этому. И спрос будет очень жесткий. Призываю каждый на своем месте. У силовиков, правоохранителей есть приказы, обязанности. Они никуда не они обязаны работать. Но мы обязаны еще больше. Каждый из нас. Главам муниципальных районов и городских округов поручено 2 раза в месяц лично проводить заседания антинаркотической комиссии с приглашением представителей общественности республики. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, новости 24.
В регион России поступает вакцина от коронавируса «Спутник Ви». В самое ближайшее время начнут прививать в первую очередь тех, кто находится в зоне повышенного риска. Это врачи, а также сотрудники образовательной сферы. Партию препарата уже получили медучреждения Орловской области и Астрахани. Порядка 6 тысяч доз доставлено в Белгородскую область. Как рассказали в Московском департаменте здравоохранения, у получивших вакцину антитела вырабатываются гораздо больше, чем у переболевших. Поступление первой партии спутника Ви ожидают и в Ингушетии. Некоторые регионы уже получили вакцину. Это были пилотные регионы, мы в них не участвовали. Но у нас вчера состоялось совещание, на котором нам сказали, что мы тоже поступление будет в наш регион. Мы ожидали вчера или сегодня, вот как нам сказали. Вчера мы ее не получили, поэтому я полагаю, что сегодня вакцина, первая партия, будет доставлена в нашу республику. Все мероприятия по принятию, по транспортировке, по хранению вакцины у нас предусмотрены. Все как бы тоже под контролем у нас. Мы ожидаем небольшую партию. Сегодня мы, думаем, ее получим. Вакцинация будет проводиться в первую очередь сотрудников медицинских организаций. Это врачи и средний медицинский персонал, как мы планируем. Это врачи первого звена. Вот. После того, как мы ее получим сегодня и начнем вакцинацию, у нас график уже в принципе есть составленный. По графику начинается у нас вакцинация уже сотрудников. Вообще вакцинация у нас в стране, вы знаете, уже давно принят закон, она абсолютно добровольная. Вакцинация идет, начиная там с детских инфекций, то есть календарь, если мы берем детский календарь прививок, и включая там вакцинацию от гриппа, теперь в том числе и от ковида. Она у нас добровольная, но есть обязательная вакцинация нескольких сфер. Это сфера обслуживания, это медики к ним относятся обязательно, это пищеблок, который обслуживает у нас, то есть люди, которые работают, контактируют с населением в основном. Это вот они будут вакцинироваться в первую очередь, и в принципе это будет обязательно для них. Я сейчас не говорю конкретно даже про ковид, а вообще про общую вакцинацию. По коронавирусу вообще вакцинация сама, она будет двухкратная, то есть ее 2 раза надо будет делать через 3 недели, вторая доза вводится. О том, что вакцинировать мы будем врачей и средний медицинский персонал первого звена, мы уже знаем. На сегодняшний день в республике наблюдается небольшой рост заболевших коронавирусом. На данный момент зарегистрировано 5044 случая заболевания. 4341 человек выздоровел. Под наблюдением остается больше 500 больных. За сутки заболели 49 человек. На сегодняшний день у нас отмечается тенденция к повышению заболеваемости. Это всем известно. Такая же ситуация во многих регионах у нас отмечается. Вот, отмечается естественный рост. Это ожидаемая ситуация, прогнозируемая была. По заболеваемости, конечно, практически 50% заболевших у нас составляют больные старше 65 лет. К сожалению, ситуация такая, что не выполняются все же рекомендации по профилактике. Это элементарно избегать места скопления людей, не организовывать их. Одной из возможных причин повышения заболеваемости у нас это то, что приезжают люди с мест отдыха. Второе, это, наверное, то, что у нас открылись все организованные учреждения. Это тоже приводит к заболеваемости. Это всегда было, все инфекции, они начинались у нас сентябрь, октябрь, где-нибудь до середины ноября. То есть такая же ситуация, как я сказала, это прогнозируемо, это мы предвидели. Отделение регионального пенсионного фонда напоминает семьям с детьми, которые имеют право на выплаты, но до сих пор так и не воспользовались этим правом, о необходимости подать соответствующее заявление до 30 сентября включительно. Пенсионный фонд рекомендует не откладывать подачу заявления на последний день, так как в случае выявления ошибок и, соответственно, вынесения отказного решения у заявителя не будет возможности подать его повторно.
Напомню, что выплаты производятся с апреля 2020 года по указу президента на детей в возрасте от 0 до 16 лет. Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей назначается на 3 месяца, это апрель, май и июнь, на детей, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Единовременно выплата в размере 10 тысяч рублей назначается на детей, родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2020 года. Заявление можно подать через портал государственных услуг, через клиентские службы пенсионного фонда или через МФЦ до 30 сентября текущего года включительно. Особо отмечу, что родители, которые уже получили выплаты, им не нужно обращаться в пенсионный фонд за данными выплаты, так как они уже воспользовались своим правом. Ингушетия получит в этом году финансирование на улучшение дорожной сети. Правительство выделило 4,5 миллиардов рублей на эти цели 8 регионам, включая нашу республику. Дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс также в республике Марий-Эл, Владимирской области и в Самаре, в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области в республике Коми. Средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы развития транспортной системы. Решение позволит улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты. Больные зерна посеву не подлежат, только здоровые семена дадут богатый и полезный урожай. С таким девизом трудятся специалисты Россельхозцентра. Качество зерен культуры проверяют в лаборатории. Как отбирают для исследования, расскажет Зелимхан Калоев. Семяочистительная машина работает на полную мощность. За час она пропускает 4,5 тонны зерна. На первый взгляд, неприхотливая культура на самом деле требует к себе особого внимания. Семена могут быть некачественными и даже болеть так же, как люди. Гельминтоспориоз, фитоспориоз, бактериоз. Диагнозы самые разные. Пшеницу протравили против болезней. Можно сказать, сделали вакцинацию. Зерно поменялось в цвете. Таким образом, будущий урожай оберегают от различных вспышек заболеваний. Но до этого делается большая работа. Сотрудники Россельхознадзора при помощи специалистов Россельхозцентра берут пробы семян, чтобы определить сортовую частоту посева. Пробоотборник, словно шприц, вводят на разных участках и собирают образец. Эта работа проводится в рамках госзадания. Мы уже брали пробы в группах Зори Кавказа, групп Асканова. Остальных группах тоже будем брать, а также ряд КФХ, которые уже закупили и готовятся к посеву озимых. Затем уже в лаборатории зерно проходит тщательную проверку. Первым делом взвешивается и делится по граммам в 2 емкостях. Так специалисты смогут определить жизнеспособность и удельный вес. Им не проблема найти даже иголку в стоге сена. Сорняки ищут тщательно. Если они не будут преобладать, то партия считается чистой. Каждый процесс уникальный и требует времени. Овес, ячмень, кукуруза, рапс и даже горчица. За день в этой лаборатории могут пройти проверку более 10 килограммов партии зерна. Пожалуй, самая скрупулезная работа определения жизнеспособности семян. Вот зародыш у нас розовенький, видите? Это окрашенный зародыш, они жизнеспособные семена вот эти. Вот это тут немножко, вот видите, вот чуть-чуть тут есть, оно не окрасилось. Мы его откидываем и так на основании вот каждой мы вот половинку считаем. Если где-то 96, ну не меньше 92%, семена хорошие, мы даем рекомендацию, что можно высевать. А далее семена проверяются на влажность, белок и клейковину. Сначала зерно нужно перемолоть. В этом помогает инфраскан и мельница. В итоге мы получили результат этого анализа. Нам показали влажность 14,4, белок 12,2 и клейковину 13,2. Это неплохой результат. В ГУПе Нестеровской инспекторы частые гости. Урожай озимых здесь был хорошим, и это результат прежде всего исследования семян. Сейчас для аграриев жаркая пора, осенний посев в самом разгаре. А между тем специалисты проводят апробацию и определяют посевные и сортовые качества зерна. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.
В России внедряется новый градостроительный подход с использованием информационной модели в строительстве BIM. Это один из элементов цифровизации отрасли. Применение этой технологии позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, а будет способствовать улучшению качества строительства. Само понятие BIM появилось в градостроительном кодексе в 2019 году. Информация формируется в электронном формате. Сбором данных занимается застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его эксплуатацию. 13 лет прошло со дня трагической гибели Алихана Калиматова. 17 сентября 2007 года автомобиль, в котором ехал Калиматов, подвергся нападению бандитов. Герою России довелось прожить неполных 39 лет. 4-я Сунжинская школа, где он учился, бережно хранит память о Герое России и носит его имя. В Самаре, где он проходил службу, открыт бульвар имени Алихана Калиматова. Его именем названа также одна из улиц в Магасе и открыта мемориальная плита. Звание Героев России на сегодняшний день удостоены 1109 человек. За каждой наградой история самопожертвования, как в бою, так и в мирное время. Имя Алихана Калиматова в этот перечень вписано 13 лет назад. Он прожил недолгую жизнь, но оставил яркий след в истории своего народа. Родился Алихан Калиматов в большой семье. Он был 7-м ребенком, и потому со стороны родственников, братьев и сестер к нему, как к самому младшему, относились с трепетом и любовью. Одинарный такой. Мы как-то складываем одинаково, братья, вот идем, 3 брата, да, в общем. А он у нас другой всем был. Младший был, мы, мать больше жалела, отец больше жалел, он сам младший был, мы 7 старшие были. То, что прощали родители ему, нам никогда не прощали и не просили в жизни. Алихан Калиматов окончил 4-ю Сунжинскую школу. Сейчас она гордо носит имя Героя России. В холле на самом видном месте красуется мемориальная плита с изображением погибшего подполковника, которая напоминает ученикам, на кого стоит равняться и с кого следует брать пример. Я знала его как порядочного, хорошего, доброго мальчика, отзывчивого. Всегда с уважением относящегося к старшим, особенно к учителям. В начале нулевых Алихан Калиматов, сотрудник управления ФСБ, работал по Самарской области. Не раз участвовал в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Вся его жизнь и вся его работа – это не одномоментный какой-то случай. Но все обстоятельства, связанные с этим, они пока еще не подлежат разглашению, и материалы стоят под грифом «секрет». Потому что это была одна из серьезнейших антитеррористических контрразведывательных операций на Северном Кавказе. 17 сентября 2007 года Ингушетию облетела горькая весть. От бандитской пули погиб сотрудник Центрального аппарата ФСБ России. 13 лет о нем помнят и гордятся всем народом. 3 года назад в Магасе торжественно открыли мемориальную плиту в память о Калиматове. Его именем названа одна из улиц в столице Ингушетии. Также ежегодно в честь Алихана Макшариповича проводят спортивные турниры по боксу и шахматам. Память о герое в народе незабвенна. А в 2017 году в Самаре открыли бульвар имени Героя России Алихана Калиматова. Родственники и сослуживцы героя помнят его не только добрым и порядочным, но в первую очередь человеком, который всегда готов был прийти на помощь. Алихан погиб на 39-м году жизни. Из них 7 лет он отдал службе в правоохранительных органах. У него остались жена и 2 детей. Указом президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу Алихану Калиматову присвоено звание Героя России посмертно. Хава Газикова, Новости 24. Развлечения и хобби с возможностью спортивного соперничества для людей с ограниченными возможностями. Незрячие и слабовидящие жители региона смогут занять себя настольным теннисом. На конкурсе президентских грантов проекта Адама Сагова «Спорт без преград» оказался в числе победителей. На реализацию требуется время, а что подразумевает проект, рассказали на презентации. Игроки на позициях за столом для настольного тенниса. Но вот стол у них необычный, по краям борты. А ракетки скорее напоминают лопатки. Шарик со звенящими предметами, а еще есть специальные ворота. Борьба оппонентов – не соревновательная игра, а демонстрация нового инвентаря для реализованного проекта «Спорт без границ». Это для нас большой успех, как мы к этому шли и как наши отметили Адам Сагов. Они давно этот проект проталкивали, и в этом году
году, иншаллах, по милости Аллаха, все прошло. Для нас это большая возможность, потому что появился новый стол, новый вид спорта, которым будем учиться, заниматься. И у нас очень много незрячих ребят и девчонок, которые тоже, я думаю, пусть выйдут и будут заниматься. Всероссийское общество слепых представило проект на конкурсе президентских грантов, и он себя оправдал. На его реализацию выделили более 500 тысяч рублей. Адам Сагов, руководитель проекта, задумался, какими еще спортивными развлечениями можно занять людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотим, чтобы команды видов спорта были востребованы среди незрячих людей, вот поэтому решили развивать. Такую же волейбольную площадку создадут и в регионе. Она предназначена для незрячих и маловидящих. Но перед тем, как записаться на игру, нужно будет пройти обучение правилам игры. Для этого изданы учебные пособия двух типов. В создании проекта помогали в администрации главы региона, Минспорта и волонтеры. Я бы хотел сделать такой посыл, созыв этих людей, у которых там есть ограничения со зрением, они не могут выйти. Хотел бы попросить всех их родственников, близких, чтобы вот таких людей, детей, у кого есть незрячие, слабовидящие, чтобы эти люди приводили своих родственников и друзей, и они активно принимали участие в данном проекте. График соревнований по настольному теннису уже составлен. В этом году пройдет 2 турнира. Республиканский чемпионат и чемпионат СКФО в ноябре. Ингушские спортсмены ждут не дождутся своих первых тренировок за новым столом. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев. Новости 24. Более 2 десятков школьников получили наборы со школьными принадлежностями. В регионе продолжается акция «Собери ребенка в школу». На этот раз школьную обновку получили учащиеся 4-й Кантышевской школы. Помощь детям из малоимущих семей оказало региональное отделение общественной организации «Деловая Россия». Хава Гагиева расскажет. Мне подарили вот такой обувь. Тебе нравится? Да. А что тебе больше всего нравится? Цветочки. Подарки – это всегда желанно и весело, особенно для Хадижи Мережковой, тем более, если это касается первоклассников, которые только переступают порог школьной жизни. Подготовка к учебным будням – это всегда затратно, а если в семье не один школьник, ведь помимо стандартного канцелярского набора нужно покупать школьную форму и сменку. Для мамы Хадижи Ханифы Картоевой такой подарок очень кстати, ведь канцтоварами они запаслись, оставалась только обувь. А вот соседка Хадижи по парте радуется больше подарку подруги, нежели своему. То ли цвет не тот, то ли цветочков не хватает. Девочка нам так и не призналась. Покажи, что тебе подарили. Не знаю, давай посмотрим вместе, что там. Это, наверное, двигатель. Акция «Собери ребенка в школу» уже давно стала традиционной в нашей республике. В ней принимают участие различные общественные организации, партии, меценаты, да и просто те, кто хочет протянуть руку помощи малоимущим. Ну а сегодня приятные подарки в этой школе получат 25 детей. В рамках акции мы у каждого из 25 школьников спросили о необходимых ему предметах в учебе. Кому-то потребовалась одежда, кому-то обувь, ну а большинству учебники. А вот для Амины Гадиевой, что там в пакете, все еще загадка, поэтому с особенным волнением открывает его. Что тебе подарили, ты знаешь? Нет. Посмотрим? Давай. Вот, у тебя новая куртка, и она тебе пришлась по размеру, она тебе нравится? Очень нравится. Она мне красивая, и я черный цвет люблю. А еще на ней кольца есть. А ты любишь еще кольца? А как ты думаешь, эта куртка тебе поможет как-то учиться лучше? Смотивирует тебя? Поможет, конечно. С этой курткой я обещаю очень хорошо учиться. Я и хорошо учусь, но я обещаю лучше учиться.
Такие благотворительные акции – это бесценная помощь, ведь не у всех семейного бюджета хватает на все. Поэтому, как уверяет директор школы, с новыми принадлежностями появится новое желание учиться. Мы постарались сделать так, чтобы эта помощь дошла именно до тех, кто в ней нуждается. Вот, обещаем и отделению региональному, что наши дети оправдают их надежды, что эти учебники, эти пособия послужат тому, что они будут еще лучше учиться, познавать окружающий мир, становиться хорошими людьми, такими же, как те, кто вот эту благотворительную помощь сегодня нам оказал. Все лучшее, как известно, детям, а значит, осталось только учиться, учиться и еще раз учиться. Совершая добрые дела, мы отдаем частичку себя, а взамен получаем благодарственные слова. Спасибо! Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Помогать ветеранам войны заразительно и благородно. Волонтером может стать каждый. Требуется только искренность и желание сохранить память о наших героических предках. О принципах работы патриотического сообщества «Волонтеры Победы» рассказали студентам пожарно-спасательного колледжа. Специально для этого в регион приехали координаторы движения, которое объединяет тысячи людей по всей стране. Как стать участником благородной миссии, узнала Тамара Хашагульгова. Мы в 45 странах. Что же это за движение «Волонтеры Победы» и как стать его участником? Студентам пожарно-спасательного колледжа рассказывают и наглядно показывают. Это возможность обменяться опытом или обсудить совместные проекты, а еще привлечь новых участников. Связь поколений, Великая Победа, моя история. К слову, в добровольческом движении несколько направлений, поэтому каждый найдет подходящее именно ему. Не просто, чтобы молодежь изучала историю, а дело это интересно, поскольку, думаю, сами тоже знаете, по своему опыту, когда учитель просто рассказывает по книжке, историю, это не всегда интересно, не всегда запоминается. А если это проходит в каких-то интересных форматах, какие-нибудь исторические квесты, какие-то интеллектуальные игры, это в любом случае какая-то часть у вас автоматически запоминается, поскольку это интересно. Шанс сказать спасибо за победу тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне, ветеранам войны и труженикам тыла. Волонтеры Победы – это не про флаги и лозунги. Это личная история каждого. Студент пожарно-спасательного колледжа Муслим Эльдиев в движении 2 года. Для него это возможность развиваться. Меня очень замотивировала эта вся программа. То есть, когда я был на первом курсе, нам предоставили пробные занятия волонтеров Победы. И я понял, что это направление мне близко и мне приятно действовать дальше по этому направлению. Мы планируем провести в ноябре, у нас будут соревнования и также открытый форум в Саратове, кажется. И туда будут призваны волонтеры со всех регионов России. Волонтерский корпус Победы создан в 2015 году в честь 70-летия Победы. Уже после его преобразовали во Всероссийское общественное движение. Оно насчитывает порядка 200 тысяч человек по всей стране. Количество волонтеров растет. Также мы функционируем не только в 85 субъектах нашей страны, но и в 50 странах. По всей России я курирую Северо-Кавказский федеральный округ. И так получилось, что Ингушетия стала в первом моем списке. В планах мы объездить все регионы Кавказа. И очень надеемся, что наши приезды помогут в развитии нашего движения во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа. Ингушетия присоединилась к движению в 2016-м. Сегодня региональный штаб насчитывает около 100 молодых активистов, 30 из которых – это студенты пожарно-спасательного колледжа. Но число желающих стать частью проекта растет. Не только на словах, но и на деле. Помощь ветеранам, сад памяти, диктант победы и совсем новый проект «Лагерь согласия». Это одно из направлений, которые начали реализовывать в нашей республике. Смотрим, дышит, не дышит, и одновременно ложим руку. Оказать первую помощь пострадавшему или даже перейти воображаемый обрыв. Лагерь согласия помогает ребятам развить основы безопасности жизнедеятельности и уберечься от всякого рода негативного влияния. Экстремизм, терроризм, спортивный секс и интересно. В лагере согласия 10 смен, каждая длится по 2-3 дня. Проект стартовал в августе, сегодня он завершает работу. В рамках этого проекта оказываются тренинговые такие объяснения ребятам, где их обучают в чрезвычайных ситуациях, что им делать, как предугадать обезопасить жизни своей и других людей. Очень
живописно, могу точно сказать. Вот. И, наверное, одно удовольствие работать на такой природе, в таких условиях. С ребятами работают по тренинговой программе. Здесь идет профилактика девиантного поведения, различных экстремистского поведения и так далее. Волонтеры Победы планируют развиваться в этом направлении и дальше. В ближайших планах организация патриотического слета. Тамара Шагулькова, Акрамат Дасхоев, Новости 24. Материально-техническую базу 4 театров Ингушетии обновят. Финансирует творческий труд партийный проект «Единой России» «Культура. Малая Родина». Он направлен на поддержку учреждений досуга. Также в скором времени ингушский зритель увидит 6 новых спектаклей. На репетиции побывал Муслим Ганиев. Приключения Деда Мороза в ингушской интерпретации. На сцене драмтеатра оживают герои ингушского этноса. Гордади, Лялик, Снегурочка и Сеска Осолса в поисках пропавшего Деда Мороза путешествуют по сказке. Это первая репетиция новогодней постановки «Гордади и Дед Мороз». На сцене актеры ингушского драмтеатра. Под руководством выпускницы Щукинского училища Фатимы Ахкильговой все действия доводятся до автоматизма. Из зрительного зала за ходом репетиции наблюдает художественный руководитель театра Исач Ахкиев. Мудрый и строгий, к его замечаниям тут прислушиваются все. А поскольку актеры на постановке собрались впервые, сегодня ошибок немало. Это все надо переделать, шапку надо переделать, чтобы лицо было открытое. Борода – это российский Дед Мороз, а нам нужно ингушский. То есть мы сделаем седой. Умница, В роли русского Деда Мороза Мурат Сампиев, в роли ингушского Гордади Мухажир Далаков. Со всем сценарием нас, конечно, не знакомят. Все-таки это премьера, и она подразумевает сюрприз. А вот с некоторыми моментами поделились. По сценарию два давних друга Дед Мороз и Гордади должны встретиться в определенном месте. Но недруги в лице пирата и колдуньи Деда Мороза украли, и встреча не состоялась. А почему никто не встречает? А мы на что? Так это вы должны меня встречать? Да, мы. В кульминации постановки двое дедушек, конечно же, встретятся. Что это за сказка без счастливого конца? Но героям потрудиться придется. Национальный театр продолжает свою работу. В этом есть особая необходимость. Борьба с коронавирусом должна продолжиться. И мы решили сделать подарок. Мы должны нашим детям, будущим нашим зрителям, сделать так, чтобы в их душах была радость. Коронавирус все-таки по творческому коллективу ударил. Поэтому первые репетиции проходят без актера, играющего ингушского героя Сеска Осолса. Но на примере постановки он все-таки быть обязан. С моим другом. Вместо зрителей сегодня партийцы «Единой России». Данная постановка – это часть их партийного проекта «Культура малой Родины». Единороссы, так сказать, совмещают приятное с полезным. И постановку посмотрели, и ход реализации проекта проверили. К концу года вы успеваете? Мы все успеем. У нас и Асхаб Бендер, комедия, Руслан Зангиев. А Фатима сдает новогодний. Мы свои 2 спектакля, как всегда, стараемся сдать его в норму. В рамках партийного проекта выделено более 20 миллионов рублей. На эти средства планируется обновить и пополнить материально-техническую базу 4 театров, провести спектакли, а также в качестве подарка выделение грузового автомобиля на нужды Национального драмтеатра. Всего у нас 3 театра по одной части мероприятия. Это поддержка творческой деятельности театров в городах численностью до 300 тысяч человек. И один театр – это кукольный театр, театр юного зрителя в городе Назрань. Всего в рамках реализации партийного проекта будут показаны постановки 4 театров. Кроме ингушского драматического, в их число входит русский драматический, студия «Барт» и театр юного зрителя. До конца года актеры этих коллективов поставят 6 премьерных постановок. Аудитория самая разная, начиная от детей и заканчивая взрослыми. А новогодняя сказка отправится в свое путешествие в конце декабря. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.
Искрометный танец джигитов и горянок откроет главные торжества по случаю празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Мероприятие пройдет в следующем месяце в Сунже. К ответственному выступлению готовится ансамбль «Ингушетия». Солисты, оттачивая каждое движение, репетируют несколько номеров, которыми планируют порадовать зрителей концерта. Афиша предстоящего события в сюжете Хавы Газиковой. 10 октября им предстоит выступить на центральном стадионе в Сунже. В этот день в регионе отметят 250-летний юбилей единения Ингушетии с Россией. Подготовку к концерту танцоры начали еще 2 недели назад. На солистов ансамбля ложится самая важная миссия. Они откроют пролог и закроют мероприятие своей постановкой. Подготовка у нас проходит усердно, с 9 до 3, бывает еще до 4. Готовимся к танцам. Репетиция ансамбля проходит под зорким взглядом народного артиста Адама Имагожева, а выступают под музыку, написанную министром культуры Тамерланом Дзейтовым. На подготовку к масштабному мероприятию значительно повлияла пандемия. Сложности были в том плане, что физически нам было тяжело входить в форму, так как наше тело, просто как артиста балета, тело не привыкло к такому долгому отдыху, поэтому при выходе на работу нам было физически тяжело. Но после 2 недель работы над своим телом, физической работы тела, нам уже стало намного легче. Как отмечает главный режиссер Государственного драматического театра, программа мероприятия совершенно новая. Это будет театрализованное, зрелищное представление длиной в 2 часа, где примут участие даже кавалерия и авиация. Там будут танцы, песни. В этом прологе самому подворье, там тоже шуточные песни, танец тоже там исполняется актерами театра. Потом, после этого, там подписание договора, это все происходит с участием представителей царской России. На карете привозят, все поднимается на сцену, их встречают наши старики. Так как мероприятие обещает стать масштабным, то маски и дезинфекция будут обязательным условием для гостей. Особое внимание уделят мерам безопасности во время проведения концерта. Установят металлодетекторы при входе и ограждение по периметру. За порядком также будет следить охрана. Обязательно на территории должны быть бригады скорой и МЧС. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.